Ну что же, здравствуйте, уважаемые участники сегодняшнего вебинара. Мы очень рады всех вас видеть. Тема действительно актуальная и интересная, поэтому мы только рады каждый раз затрагивать все более актуальные и интересные темы для начинающих и действующих предпринимателей. Данный вебинар организован Центром бизнес-инноваций ПИК Бишкек совместно с Государственной службой интеллектуальной собственности и инноваций при правительстве Кыргызской Республики. Мы еще называем без патент. Модерировать вебинар буду я. Меня зовут Ильнура Алмасканова. Я являюсь специалистом по коммуникациям и организации мероприятий в Центре бизнес-инноваций ПИК Бишкек. Можно просто ПИК Бишкек. Немного расскажу о самой программе, чтобы внести какую-то ясность. Может быть, кто-то не слышал о данной программе. Центр бизнес-инноваций ПИК Бишкек, именно программы по развитию предпринимательства и инноваций, осуществляет свою деятельность при поддержке правительства Великобритании. И целям нашей программы – это развитие стартапов и стимулирование устойчивого роста микро, малых и средних предприятий. Также улучшение рынка деловых консультационных услуг на территории Кыргызстана, а также на территории Таджикистана. Более подробно о центре расскажет наш директор центра ПИК Бишкек Искендер Шаршеев. Искендер, прошу, вам слово. Благодарю, Эльнура. Сейчас, минуточку, я расшарю свою презентацию. Итак, добро пожаловать в ПИК Бишкек. Я очень коротко расскажу о нашей организации. ПИК Бишкек – это Центр бизнес-инноваций, и мы открылись в феврале 2020 года. На открытии у нас были официальные лица Великобритании и правительство Кыргызской Республики. Этот проект, получается, что он собой представляет? Да, ПИК Бишкек создан для того, чтобы помогать, да, так скажем, развивать стартап-экосистему в Кыргызской Республике, для того, чтобы помогать молодым предпринимателям, либо компаниям малого и среднего бизнеса крепко встать на ноги. Мы проводим акселерационные, инкубационные программы, предоставляем нашим участникам наших программ менторов, консультантов, даем тренинги, семинары, и у нас есть международная сеть наших партнеров в 160 странах мира, есть контакты с предпринимателями. Также мы создаем нетворк инвесторов, такую сеть контактов деловых. И у нас есть электронная система для получения знаний, на которой есть контент мирового уровня, мирового класса. Обычно выпускники наших программ участвуют на таком мероприятии, как Demo Day, на котором они могут найти себе партнеров и инвесторов. Мы уже провели первую IT-акселерацию в январе этого года. IT-акселерационная программа была направлена на технологические стартапы, и из 90 компаний отобрано было 25 компаний, из них, после жесточайшего отбора 12 компаний было отобрано, 10 завершили программу, и они себя очень хорошо проявляют. У некоторых из них уже они нашли партнеров после нашей программы, не меньше 3 из них ведут переговоры с инвесторами. Возможно, один из них уже получил инвестиции на текущий момент. Так что мы считаем, что очень успешно прошло. Также у нас был поток «Бизнес-рост». Программа «Бизнес-рост» была направлена уже не только на технологические стартапы, но и на стартапы в других сферах экономики и бизнеса. И со всей республики, почти со всех регионов, нам участвовали предприниматели, порядка 20 компаний. 19 компаний окончило это из 130 поданных заявок. Также очень хорошие компании здесь себя проявили. И тоже около 3 компаний получили пристальный интерес инвесторов, и с ними проводятся определенные переговоры после демо-дня. Также у нас сейчас стартовала программа «Мигрант Ишкер». Мы сделали программу специально для тех мигрантов, кто вернулся в результате пандемии, кризиса на родину и не может найти работу, желает начать свое дело, свой бизнес. Или тех мигрантов, которые уже начинали свои первые шаги в бизнесе. И на сегодняшний день у нас эта программа уже практически 50% программы завершено. Мы планируем в следующем месяце тоже сделать выпуск
тоже сделать демо-дэй. Лучшие выпускники наши будут презентовать свои бизнес-идеи. Да? У нас менторы мирового класса, мы вот на первой нашей технической акселерации в первой десятке по всему миру, да, среди маркетинг-инструментов Оли Бенмезиана приглашали и старались также лучших менторов с СНГ и со всего мира приглашать. Также на местном рынке мы проводили вебинары, на наших вебинарах участвовали бизнесмены, консультанты профессиональные, да, менторы, руководители компаний, юристы, бухгалтера. И особенно у нас вот весь пик вебинаров таких приходился на период карантина, когда был кризис, да, связанный с пандемией. Я думаю, что они дали очень хорошие советы, которые помогли многим найти свою дорогу и преодолеть этот кризис. И мы продолжаем эту традицию, мы будем также продолжать делать вебинары. И вот этот вебинар, вот часть такой нашей активности совместной с нашими партнерами. А также мы провели вот 2 международных мероприятия. Это Ignite 2020. На нем тоже некоторые наши выпускники приняли участие непосредственно. Это в Британии проводится такая акселерационная инкубационная программа. И международный чемпионат по предпринимательству у нас получается по всему миру. В 660 странах мира предприниматели участвуют на этом чемпионате. В этом году первый раз Кыргызстан участвовал. Мы взяли на себя эту организацию, провели национальный финал. На национальном финале была выбрана одна компания, но позже оргкомитет AVC выбрал еще одну компанию. И теперь можем заявлять, что в топ-100 лучших стартапов мира попали 2 кыргызские компании. Optim Trade и Funky Irokез. Да, и вот эти 2 компании сейчас будут в октябре, в ноябре участвовать в финале международного чемпионата. Держим кулачки, будем потихоньку молиться за то, чтобы они победили. Это будет вообще впервые в истории Кыргызстана, будет здорово, я думаю. Наша программа реализуется непосредственно, да, и Европа организации. Да. Программа вообще называется «Программа по развитию предпринимательства и инноваций». И наши партнеры вот на сегодняшний день вот как раз мы заключаем определенные договора, да, соглашения с Кыргызпатент заключили. Venture Hive – это американская компания, International Alert, BizExpert, Университет Центральной Азии и бизнес-школа Джаджа при университете Кембридж. Также это наша команда. Прошу любить и жаловать. Я думаю, что когда вопросы с пандемией будут решены, мы будем с удовольствием вас встречать в офисе, и вот именно вот эти наши лица будут вас встречать на пороге. Пожалуйста, вот Искендер Шашев, директор, я, программный менеджер Даня Русянов, курирует все наши программы. Назгуль Туханазарова у нас администрирует офисом, и чаще всего она будет с вами взаимодействовать и коммуницировать, если вы будете с нашими программами работать, участвовать. И Эльнура Алмасканова, у нас специалист по связи с общественностью, но она уже себя представила, да, она будет модерировать сегодня наше мероприятие. И это наши QR-коды наших аккаунтов в социальных сетях. Пожалуйста, сделайте себе скрин, либо сфотографируйте на сотку, подписывайтесь через программу считывания QR-кода и следите за нашими новостями. Я думаю, что у нас будет очень много интересных новостей, и некоторые из них могут оказаться чрезвычайно полезными для вас. И мы будем очень рады с вами сотрудничать, видеть вас на наших вебинарах, программах, акселерационных программах, инкубационных. И, возможно, если вы бизнесмен, малый и средний бизнес, то мы с вами очень крепко поработаем, найдем вам инвестора, поможем вам развиться, найдем вам консультанта и по другим многим вопросам можем быть вам очень полезны. Пожалуйста. Спасибо. Эльнура? Искендер, меня слышно? Да, слышно прекрасно. Так. Да. Благодарю вас за интересную и содержательную информацию. Я думаю, если кто-то из участников не успел сфотографировать QR-коды, я в чат-бокс могу скинуть ссылку на наши социальные сети. Пожалуйста, следите за нами и подавайте на наши интересные программы. И следующее слово предоставляется исполнительному директору Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций при правительстве Кыргызской Республики Сыдыкову Улану Даниловичу. Улан Данилович, прошу вас. Эльнура, Искендер, большое спасибо. Моя презентация высветилась, да? Видно, да? Да, видно. Да, прекрасно все видно. Все, позволите, да? Добрый день, уважаемые коллеги, еще раз. Позвольте, я тоже вкратце
остановлюсь о деятельности Кыргызпатента, чем мы занимаемся. Во-первых, хотелось бы отметить, что Кыргызпатент – это уполномоченный государственный орган исполнительной власти, который осуществляет реализацию единой госполитики в области охраны интеллектуальной собственности и развития инноваций. То есть в целом Кыргызпатент и его подведомственные учреждения составляют единую систему интеллектуальной собственности. И основная цель Кыргызпатента – это охрана интеллектуальной собственности и развитие инновационной деятельности. Кроме основных задач, возложенных на Кыргызпатент, также мы выполняем задачи по развитию, стимулированию инновационной, изобретательской и творческой деятельности, оказываем содействие в развитии творчества, литературы, искусства и науки. Также хотелось бы отметить, что Кыргызпатент является государственным органом, который выдает документ о защите, по охране интеллектуальной собственности. Улан Данилович, я прошу прощения, следующий слайд. Пожалуйста. Следующий слайд. Вот так, да? Видно, да? F5 нажмите, пожалуйста, и следующий слайд. F5. Так, да? Да. Угу. Так, на данном слайде вы видите, какие объекты интеллектуальной собственности мы защищаем. Всего охраняемых объектов у нас 17 713. Улан Данилович, еще раз, пожалуйста. И львиную долю в этом составляет товарные знаки и авторские права. Поэтому сегодняшняя программа вебинара мы считаем очень актуальной и востребованной среди бизнеса. Вот. Кыргызпатентом я вкратце остановлюсь, что ведется большая работа по развитию стартап-экосистемы, по инновационной экосистеме. В настоящее время мы реализуем два больших стартап-проекта, как можно сказать. На базе Государственной патентно-технической библиотеки мы открываем инновационный центр. Что он из себя представляет? Здесь будет такая площадка, где будет конференц-зал, коворкинг-площадка, YouthLab и FabLab. Таким образом, эта площадка будет создавать условия для наших бизнесменов, стартаперов, студентов, научных работников, где люди могут обмениваться здесь своими знаниями. Здесь я могу, допустим, на базе FabLab лаборатории люди могут создавать свои прототипы инновационных разработок. На базе FabLab лаборатории она будет оснащена новейшими технологиями, допустим, лазерный резак, ЧПУ устройства, 3D принтеры. Сейчас этап внедрения данной площадки находится на стадии ремонта. Проходят все процедуры в соответствии с законодательством. После окончания ремонта мы планируем закупить соответствующее оборудование и уже начнем принимать наших резидентов, наших постоянных посетителей. Кроме этого, на площадке YouthLab будет работать YouthLab, то есть это площадка для развития креативного мышления детей, развития детского технического творчества. Здесь будут применяться последние инструменты преподавания в соответствии с последними технологиями и методиками преподавания нового образования для детей. То есть дети будут здесь созидать, творить и учиться что-то делать. И второй большой у нас проект. Мы в 2019 году, как вы знаете, провели конкурс «Стартап Кыргызстан».
В этом году мы заново объявили этот конкурс. В 2019 году по итогам этого конкурса всего поступило у нас 300 заявок. Из них мы через независимую комиссию отобрали 30 проектов. Эти 30 проектов прошли обучение, привлекли компанию, которая непосредственно имеет опыт в этой области по стартапам, как их обучать, как преподавать. У них есть своя методология. Эта компания не подведомствует, а находится, эта компания под американским университетом, DeepSeed называется. Она отобрала 15 проектов. По итогам финала 4 проекта получили по 500 тысяч сомов. Кроме этого, в рамках поддержки и продвижения наших стартаперов, также мы проводим работу с международными нашими партнерами. Допустим, мы привлекли Центр коммерциализации, инновационный фонд, фонд Сколково. Также мы предложили принять участие в предстоящем форуме стартапов в рамках Шанхайской организации сотрудничества, которую планируется провести 27 октября. Что еще? В рамках поддержки наших стартаперов мы провели переговоры с нашими партнерами, Центром, с инновационным фондом. Они сейчас прорабатывают с нашими финалистами, в какой области можно их поддержать, как дают советы, как им выйти на соседние рынки. Так, что еще? Ну, вкратце, в принципе, все я рассказал, уважаемые коллеги. Благодарим вас за презентацию, Улан Данилович. Очень классные проекты планируются, и в этом плане, я думаю, у наших участников сегодня могут быть вопросы. Уважаемые участники вебинара, если у вас есть вопросы относительно деятельности и к Улану Даниловичу по выше рассказанным проектам, вы можете адресовать свои вопросы в чат-боксе, я их попозже постараюсь зачитать им, или вы также можете письменно обратиться по электронной почте. Да, Улан Данилович? Ну, я еще хотел дополнить, что в рамках реализации... У меня презентация остановлена, да, Миш? Нормально, да? Я остановил презентацию, да? Да, вы остановили презентацию. Кроме этого, также мы работаем в части развития инновационной экосистемы, и в 2015 году мы провели лучший инновационный проект. Целью данного конкурса являлось это отобрать, оценить перспективные инновационные проекты. И до 2017 года, с 2015 года мы это провели, поддержали порядка где-то 11 инновационных проектов. Да, это на самом деле здорово, что сейчас много проектов направлено на развитие местного предпринимательства и в целом экосистемы. Очень здорово. Опять же таки, если будут вопросы, да, Улан Данилович, могут же задавать в чат-бокс, или, может быть, Джамил отправит электронную почту, куда письменно наши участники могут вам также задать свои вопросы. Продолжаем сегодняшний вебинар. Я забыл еще одну вещь, отметить. Как я уже выше отметил, мы объявили новый конкурс, уже второй раз. Конкурс объявлен с 1 сентября. Заявки у нас принимаются до 1 февраля. Здесь на нашей платформе сейчас присутствуют представители бизнеса. И хотелось бы призвать, чтобы они активно приняли участие на нашем втором конкурсе «Стартап Кыргызстан». Это республиканский конкурс. У каждого выигравшего проекта будет возможность получить до 500 тысяч сомов.
Вся необходимая информация у нас расположена на сайте Кыргызпатента, Госпонда. Конкурс будет проводиться в соответствии с положением. И есть уникальная возможность, вот как ПИК предоставляет акселерацию, так и у наших будущих конкурсантов будет возможность пройти акселерационную программу, развить свой проект, получить знания, и все это на бесплатной основе. Ну, здорово. Спасибо. Спасибо за презентацию еще раз. У вас такая была подробная, очень тщательная презентация. Я думаю, нашим участникам понравилось. Я со своей стороны хочу добавить, что ПИК Бишкек мы регулярно организовываем преакселерационные и акселерационные программы для начинающих и действующих предпринимателей. Пожалуйста, подавайте свои заявки в чат-боксе. Вы можете увидеть, что моя коллега Джулдыз Ахматова отправила ссылки на наши социальные сети. Пожалуйста, подписывайтесь и следите за последними, за самыми свежими новостями, анонсами о нашей деятельности, о программе. ПИК Бишкек стремится к сотрудничеству с организациями, работающими в сфере консультации и поддержки бизнеса. И, конечно же, Кыргызпатент в этом плане является основной организацией в вопросах обеспечения охраны интеллектуальной собственности и развития инновационной деятельности, как отметил Улан Данилович. Мы уверены, что тема сегодняшнего вебинара «Товарные знаки для малого и среднего бизнеса» будет актуальна для начинающих предпринимателей, кто еще находится на идее, на стадии бизнес-идеи, да, скажем так, и так и для действующих предпринимателей, кто планировал более углубленно или же так, скажем так, ознакомиться и изучить данную тему. Я думаю, что сегодняшняя тема вебинара для вас, уважаемые участники, будет очень полезна. Теперь далее позвольте представить вам сегодняшнего спикера. Это Умургуль Балпанова. Она настоящий мастер своего дела. 10 лет Умургуль возглавляла юридический отдел Кыргызпатент. На данный момент она является патентным поверенным и также партнером юридической фирмы Арте. Умургуль Балпанова имеет огромный международный опыт, более 20 лет в вопросах именно в юридической сфере, а также в вопросах интеллектуальной собственности. Умургуль, прошу, вам слово. Спасибо большое. Прежде всего, я хотела бы всех поприветствовать, всех участников сегодняшнего вебинара и поблагодарить организаторов ПИК Бишкек и Кыргызпатент за такую возможность быть спикером сегодняшнего вебинара. Предыдущими выступающими была подчеркнута важность данного объекта товарного знака как основного элемента, да, в деятельности любой компании. Ну и даже та же статистика, которая была представлена Уланом Даниловичем, также демонстрирует, что цифры значительные, и нынешние наши бизнесмены понимают, что товарный знак – это очень важный такой актив в деятельности любой компании. Моя основная цель сегодня. Сейчас, секундочку, я презентацию. Ага. Так. Ага. Так, сейчас, секунду. Доступна, да, презентация? Да, Умургуль. Отлично. Ага. Значит, основная цель сегодня моя, как спикера, предоставить информацию, поделиться информацией о значении товарного знака с точки зрения перспективы бизнеса. Естественно, я должна начать свое выступление с понятия вообще, что такое товарный знак. Здесь на слайде предоставлено определение, оно очень приближено к определению, которое дается в законе. Товарный знак – это обозначение, которое позволяет отличать определенные товары, продукты, продукцию и услуги одних лиц от однородных товаров и услуг других лиц. И товарным знаком может быть любое
обозначение, которое обладает различительной способностью. Это могут быть слова, буквы, там, цифры, рисунки, изображения, какие-то объемные обозначения или сочетания. Вот на этом слайде представлены, ну, как примеры, да, этих вариантов, видов товарных знаков. Но и закон также не ограничивает заявителей по цветовому исполнению. Это могут быть любые черно-белые, цветные, и опять-таки сочетания может быть абсолютно различным. Также товарные знаки могут различаться по субъекту. Это могут быть индивидуальные, коллективные товарные знаки. И по степени известности обычные и общеизвестные. Ну, потому что по нашему законодательству есть положение, по которому товарные знаки, которые имеют высокую репутацию, да, и имеют своих, там, большое число своих лояльных потребителей, они могут претендовать на этот статус, должны пройти определенную процедуру. В реестре общеизвестных товарных знаков в Кыргызстане значатся такие товарные знаки, как Coca-Cola, Фанта, да, и другие. Основная функция товарных знаков, как мы можем сделать вывод из определения, это то, что он позволяет индивидуализировать товары и услуги одних производителей компаний от однородных товаров и услуг других компаний. Также, естественно, товарный знак, поскольку он носит такой информационный характер, у потребителей есть возможность различать эти товары и развивать лояльность к тем или иным товарным знакам. Понятно, что потребители, которых удовлетворяет качество каких-то конкретных товаров, скорее всего, мы снова пойдем и будем покупать и использовать товары и в будущем, которые маркированы такими товарными знаками. И хотела сделать тоже небольшую такую ремарку, поскольку этот вопрос также затронут в программе, соотношение фирменного наименования и товарных знаков. Понятно, что когда компания регистрируется, у него есть свое название, но вот его наименование не влечет охрану этого фирменного наименования в качестве товарного знака. Потому что фирменное наименование – это полное название компании, и он идентифицирует субъект, да, он идентифицирует компанию. И более того, фирменное наименование также содержит организационно-правовую форму того или иной компании. Ну, например, не знаю, открытое акционерное общество, там, НУР, или общество с ограниченной ответственностью, там, не знаю, Красное Знамя. Поэтому ошибочно считать, что если компания там себя зарегистрировала в качестве юрлица, у него есть фирменное наименование, этого будет достаточно, чтобы потом защитить свою продукцию. Как я на первом слайде говорила, фирменное наименование, его основное назначение, его основная функция – это различать товары и услуги вашей компании от товаров и услуг, однородных товаров и услуг других компаний. Товарные знаки служат средством маркетинга и там, брендинга, является основой для создания имиджа и репутации продукции в глазах потребителей. Конечно, это делается для потребителей. Более того, зарегистрированный товарный знак может лицензироваться и поэтому быть источником дохода через лицензирование, потому что когда выдается лицензия, она, как правило, предусматривает лицензионное отчисление, да, в виде роялти. Естественно, это прямой источник дохода. Кроме того, товарные знаки также могут быть очень таким серьезным и важным элементом в договоре о коммерческой концессии. Речь идет о соглашении о франшизе. Ну, не будем далеко ходить за примерами. У нас есть яркие примеры франшизы. Это KFC, да, известные рестораны, сеть быстрого питания. Вот яркий пример. Владельцы товарного знака KFC вот, при передаче франшизы основной и важной
элементы этого договора являются, конечно, товарные знаки. Ну, наряду, конечно, там с передачей производства, фирменных всяких элементов и так далее. И товарные знаки могут быть ценным деловым активом, об этом я позже скажу, потому что у него есть конкретно некоторые известные товары с высокой репутацией, они могут иметь достаточно вот прямо реальную цену, которые там исчисляются в миллиардах долларов США. Более того, зарегистрированные товарные знаки, они поощряют производителей инвестировать средства на то, чтобы сохранить и улучшить качество товаров, чтобы опять заслужить большую армию своих потребителей лояльных. И опять-таки, если товарный знак, который пользуется у потребителя хорошей репутацией, он может также использоваться для получения финансовых каких-то вливаний со стороны банковских институтов. Вот. Естественно, доверие таким производителям в разы больше. Несколько слов как я упомянула, о том, что товарный знак является ценным деловым активом. На этом слайде представлены наиболее известные в мире товарные знаки. Есть различные методики, есть различные компании, которые проводят оценку, рейтинги. Вот здесь я представила, но тоже очень известная компания, которая проводит ранжиры, да, известных глобальных товарных знаков. И вот в последнее время, в последние годы в лидерах являются IT-компании, как вы здесь видите, Apple, Google и Amazon, Microsoft, и на пятом месте Coca-Cola. Хотя в недалеком прошлом Coca-Cola была номер один. Эти суммы оценивают, те цифры, которые представлены, это миллиарды. Вот, поэтому на самом деле, когда компания имеет товарный знак с таким вот положительным, сильным имиджем и репутацией, то, естественно, это дает огромные преимущества конкурентной борьбе. Что же нам дает регистрация товарного знака? Потому что на самом деле регистрация товарного знака не является обязательной. Но если мы зарегистрированы, есть ряд преимуществ, о которых бы я хотела также отметить вкратце. Кроме того, что регистрация предоставляет монопольные права владельцу на его товарный знак, его использовать всеми законными способами, у него есть возможность запрещать третьим лицам использовать тождественный, такой вот его копирующего товарный знак, или обозначение, которое сходно до степени смешения с его товарным знаком. Ну и, конечно, если компания не позаботилась и не зарегистрировала свой товарный знак, то может быть такая ситуация, когда без этой регистрации продвижение продукции может быть очень даже проблематичным и даже вот напрасным, потому что другая компания зарегистрировать сходный до степени смешения с вашим товарным знаком, это будет препятствие. Ну и наихудший вариант – это смешение, да, потребители будут в заблуждение относительно ваших товаров и услуг. Естественно, регистрация также товарного знака, как я уже ранее говорила, это надежное вложение в маркетинговые мероприятия. Товарные знаки играют центральную роль в стратегии брендинга, да, то есть ассоциативная какую-то привязанность со стороны потребителей. Опять-таки мы говорим о том, что это содействует потребительской лояльности, потому что доверие, которое служит, доверие со стороны потребителей, оно вот служит основой для того, чтобы завоевать лояльность потребителей. Ну и, естественно, продвигать границы вашего бизнеса, потому что ваши товары под товарным знаком будут надежно защищены и Омургуль, вы пропали. Омургуль, вы нас слышите?
Кажется, у Видимо, нее с интернет интернет-проблемой, скачет. да. Да, интернет скачет. Может, она сейчас все переподключится. Я пока так озвучу небольшие правила. Спасибо, что держите свои микрофоны выключенными. Это на самом деле облегчает процесс, особенно когда мы проводим онлайн-мероприятия. После презентации Умургуль Балпановой у нас по программе уже сессия вопросов и ответов. Пожалуйста, можете готовить свои вопросы уже по теме. Можете отправить свои вопросы в чат-бокс, я их озвучу по очереди. Либо же просто включив микрофоны, вы можете задать вопросы самостоятельно спикеру. Искендер, пока Умургуль подключается, может, мы ответим на какие-то вопросы участников касательно услуг ПИК Бишкек. А пока позвоним Умургуль, что случилось. Хорошо? Меня слышно? Участники. Да, Каял, вас слышно. Спасибо за предложение. Действительно, если у кого-то сейчас созрел вопрос по деятельности ПИК Бишкек, пожалуйста, вы можете задать, включив свои микрофоны. Может, кому-то будет интересно узнать о предстоящих программах или о текущих программах. Добрый день. Меня зовут Айгуль Абдукаримова. Я представляю МУЦА, Международный университет Центральной Азии. Подскажите, пожалуйста, ПИК, оно только приветствует участников уже у кого есть бизнес, да, а вот начинающих, молодежь? Спасибо за вопрос, Айгуль. Искендер, пожалуйста, да. Да, у нас в ПИКе есть различные программы. Есть программы, которые могут касаться именно только людей, которые имеют уже свое собственное предприятие, как ЧП, по свидетельству, по патенту, либо как ОСО. Также мы некоторые наши программы планируем объявлять на ближайшее будущее, на которых будут такие, где только ОСО принимается, мы будем объявлять условия, и можно на этапе идеи, когда нету ни компании, ничего, но есть идея, и эта идея достаточно устойчивая, и в этом случае тоже мы принимаем на некоторые наши другие программы. Да? Так что надо очень следить за нашими анонсами, там все мы условия прописываем всегда подробно. Кстати, по-моему, Умургуль вернулась, да? Да, она подключается. Снова подключаемся. Такие технические заминки, сори большое. Ну, продолжим несколько слов о практических аспектах. Это правильный выбор товарного знака, потому что мы говорили, товарные знаки, они разнообразные, они могут быть выражены в различном виде, это могут быть слова, это могут быть изображения, это могут быть комбинации, это может быть форма. И самое главное, чтобы это ваше обозначение не подпадало под основание для отказа в регистрации. Важный момент, о котором я уже вначале говорила, что ваш товарный знак будет сильным и будет охраняться, если только вы его зарегистрируете, потому что вот такая зависимость, она предусмотрена нашим законодательством. Необходимость использования и поддержания в силе товарного знака, тоже об этом я, о практических аспектах данного момента тоже будет в дальнейшем говориться. Ну и, естественно, для чего регистрируется смысл? Это защита вашего товарного знака в случае, если кто-то будет нарушать, посягать, паразитировать на вашем товарном знаке, на репутации вашего знака. Так. По нашему законодательству предусмотрен принцип регистрации. То есть товарный знак охраняется на основании его регистрации, он должен пройти определенную процедуру. Эту процедуру он проводит в нашем патентном ведомстве, в Кыргызпатенте. Для этого он должен оформить заявку
по установленной форме и подать ее в патентное ведомство. Ну, просто для информации, в некоторых странах на заявку может подать компания, которая уже использует. По нашему законодательству такого требования нет, но есть требования использования, об этом я тоже позже скажу. Еще один момент, что регистрация товарного знака может быть проведена по национальной процедуре, то есть внутри определенного государства, определенной страны, ну, то есть путем обращения в патентное ведомство того или иного государства. И также может быть возможность получения регистрации по международной процедуре, поскольку Кыргызстан является участником мадридской системы, то у наших заявителей есть возможность воспользоваться преимуществами этой системы и получить регистрацию путем подачи одной заявки в ряде стран. Ну, это более 70, ну, потенциально более 70 стран, которые являются участниками этого Мадридского союза, этой международной системы. Заявка – это такое собирательное понятие на самом деле. Под заявкой подразумевается совокупность определенных документов и сведений. Ну, естественно, это заявление установленной формы, где обозначает себя заявитель, свои координаты указывает, размещает изображение своего знака, делает описание его. Обязательно должен указать, для каких товаров и услуг он просит эту регистрацию. Естественно, тоже вот на международном уровне есть соглашение, которое тоже облегчает этот момент. Есть международная классификация товаров и услуг, где все эти товары сгруппированы очень логично. На сегодняшний день их 45 классов, из которых с 1 по 34 класс это товары, и с 35 по 45 класс это услуги. Ну и еще один важный документ, который обязательно должен быть приложен, да, в составе заявки, это документ, подтверждающий оплату пошлины, потому что регистрация, она требует оплаты, значит, размер пошлины, установленный постановлением правительства, и, естественно, зависит от количества классов, там, просите ли вы экспертизу или ускоренную, все это влияет на стоимость вашей заявки. Но надо отметить, что, опять-таки, для удобства система так устроена, что вы, когда подаете заявку, вы платите пошлину только за первый этап, то есть за подачу и проведение экспертизы. Второй транш будет после того, когда экспертиза будет завершена. Думаю, что это на самом деле очень рационально и удобно, потому что, ну, не исключено, что может там последовать и отказ. И тогда, естественно, получается, что вам не пришлось лишние деньги оплатить и делать какие-то усилия для того, по возврату, да, денег, по которым уже не совершались какие-то действия. Как я говорила, помните о том, что вот правильный выбор нужно товарного знака? Дело в том, что по законодательству есть основания, которые служат для отказов. И эти основания тоже так условно сгруппированы, они подразделяются на абсолютные основания, относительные, и в соответствующих статьях они вот размещены. Значит, абсолютные основания, они касаются содержания вашего обозначения. Ну, как правило, ну, под номером 1 к абсолютным основаниям относятся обозначения, которые не обладают различительной способностью. Или там могут ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его производителя. Либо они там противоречат общественным интересам, принципам гуманности и морали. Относительные основания, вот они, поэтому даже по названию можно как бы сделать вывод о том, что они зависят от наличия прав третьих лиц. Ну, например, если вы захотите зарегистрировать, не знаю, Микки Мауса, вам откажут, потому что Микки Маус – это персонаж мультфильмов Диснея, не охраняется авторским правом, и это вот такой вот железобетонный основание для того, чтобы вот именно по этому основанию будет выдан отказ.
Ну и примеры этих оснований. Вот как я говорила, сюда могут относиться термины, которые вошли во всеобщее потребление и стали обозначать товар определенного вида. Ну, примерами там являются там пульман, целлофан, линолеум, нейлон, тот же самый вазелин, да, потому что, особенно в советское время, мы помним, вазелин — это была мазь такая в жестяной круглой баночке, а на самом деле выясняется, что вазелин — это достаточно, оказывается, в свое время был известный товарный знак. Описательные термины, то есть это те обозначения, которые, допустим, указывают на свойства, на качество, на значение товаров, на которые вы регистрируете ваше обозначение. Ну, например, молоко, да, для молочных продуктов. Если, допустим, вы производите, там, производителем являетесь молочной продукции, указываете, да, соответствующий класс и говорите: вот я молоко хочу. Вам, скорее всего, откажут, потому что это вот то основание, которое вот указано в статье 4 как абсолютное основание для отказа. Вводящие в заблуждение, ну, не знаю, там, стилизованное изображение Тадж-Махала в отношении заявителей из Кореи, или там, не знаю, какие есть вот бренды странные, я не знаю, там, Эйфелевая башня в отношении заявителей из Кыргызстана, или там статуя свободы для заявителя из Индии, да, то есть вот эти основания, они вот, и об этих основаниях обязательно надо помнить, когда готовится заявка, или вы там вы делаете выбор, готовите какое-то обозначение в качестве товарного знака. Ну, естественно, если ваш товарный знак, там, я не знаю, непристойные какие-то слова, или там призывы какие-то, я не знаю, против человечества, или там вызывающие там национальную рознь, естественно, тоже не будут зарегистрированы, потому что это тоже является основанием для отказа. Ну и государственная символика и символы международных организаций также не могут быть зарегистрированы за какой-то компанией. Следует отказ. То есть об этих основаниях нужно помнить, когда идет выбор обозначения, которое вы намерены продвигать его в качестве товарного знака и хотите его зарегистрировать в качестве товарного знака. Естественно, поскольку эта процедура, и она занимает определенное время, есть определенные действия на каждом этапе. Экспертиза состоит из двух этапов. Это предварительная экспертиза, ну, ее можно назвать формальной, потому что на этом этапе проверяется, соблюдены ли формальные требования, которые предъявляются. Там, указан ли адрес заявителя, там, в нужном количестве обозначения представлены, правильно ли оплачена пошлина. Ну, вот на этом этапе проводится такие вот проверки. Проводится эта экспертиза в течение 1 месяца с даты подачи заявки, и по результатам этой экспертизы принимается решение о том, что мы принимаем заявку к рассмотрению, либо об отказе. Далее заявка переходит на экспертизу по существу. На данном этапе уже проверяется, соответствует ли заявленное обозначение требованиям, установленным законом. Самое главное, чтобы она не подпадала под эти основания, о которых я говорила. Экспертиза проводится в течение 12 месяцев, то есть это достаточно такое длительное время. Об этом тоже нужно помнить, когда разрабатываются стратегии, да? Вот. И по результатам здесь тоже один из вариантов, из двух вариантов. Либо принимается решение о регистрации, либо вам отказывают. Ну, нужно помнить о том, что отказ может быть обжалован. Есть административный орган в структуре патентного ведомства, называется апелляционный совет. И он является обязательным досудебным органом. То есть вы сразу не можете с отказом обжаловать этот отказ непосредственно в суд. Ну, на самом деле это тоже очень разумно и рационально. Во многих странах эта система также работает. Потому что в патентном ведомстве многие вещи можно уже отработать, устранить какие-то ошибки, недочеты, и тем самым разгрузить суды и сделать более удобным, да, потому что профессионалы рассматривают такие вот обращения. Ну и зарегистрированные товарные знаки также могут быть опротестованы третьими лицами по тем основаниям, допустим, если посчитают, что он там
товарный знак описательный, он не охраноспособный, да, может любое лицо ставить этот вопрос и опротестовать такую регистрацию. Либо владелец может сказать, что зарегистрированный товарный знак сходный до степени смешения с моим товарным знаком. И такая возможность также предусматривается законом. Но только единственное, надо помнить о том, что есть временные ограничения. Значит, если вы опротестовываете существующую регистрацию по абсолютным основаниям, то здесь вот как бы проблем нет, потому что это можно сделать в течение вот срока действия этой регистрации. Если по относительным основаниям, то в течение 5 лет с даты публикации сведений об регистрации опротестовываемого, оспариваемого товарного знака. Завершающим этапом финальными действиями регистрации является регистрация внесения товарного знака в государственный реестр, публикация сведений о них в официальном бюллетене, то есть доводятся сведения о нем для третьих лиц, и выдача непосредственно самого свидетельства. То есть это охранный документ. Вот как раз здесь второй транш оплаты пошлин необходимо будет внести, тоже об этом нужно помнить, потому что это тоже такие финансовые расходы. Здесь также требуется оплата пошлин за данные действия. Также очень важный момент, на который бы я хотела обратить внимание, что товарный знак, он ограничивается сферой действия. И здесь три момента. Во-первых, перечень товаров, на которые получена регистрация. Помните, я говорила, что товары и услуги сгруппированы. Если вы зарегистрировали, я не знаю, там, на лекарственные средства, да, а кто-то зарегистрировал ваш товарный знак, ну, или сходный до степени смешения, там, товарный знак для одежды, то вы не сможете оспаривать, потому что у вас неоднородные товары. Поэтому, когда идет подготовка заявки, там, вы изучаете вот, свои планы, да, вы должны максимально помнить о том, что не нужно ограничиваться только как бы, текущей ситуацией. Возможно, у вас есть какие-то планы, что вы будете расширять перечень товаров и услуг. Поэтому желательно максимально сразу одной заявкой все эти вопросы покрывать, потому что новая заявка опять будет требовать уплаты пошлин. Это потеря времени, да, вот как мы говорили, регистрация там 12 месяцев и дальнейшие действия там с публикацией так, и выдачей свидетельства также еще занимает несколько месяцев. То есть это будет потеря времени и средств. Далее, нужно помнить о том, что регистрация ограничивается пределами, периметром там, определенной страны государства. Поэтому если вы знаете, что ваш товарный знак там, имеет репутацию, у вас есть планы расширить географию своей деятельности, да, вы, знаете, вы планируете импорт или создать какое-то производство, вы должны помнить о том, что тогда на территории этих государств вы также должны позаботиться и получить регистрацию своего товарного знака. Ну и очень важный момент, что регистрация также ограничена, лимитирована определенным сроком действия. Значит, срок действия регистрации в течение 10 лет с даты подачи заявки. Но есть возможность его продлить. То есть этот момент также нужно помнить. И если вы заинтересованы, вы должны своевременно позаботиться о том, чтобы поддержать и продлить действие вашего товарного знака. Кроме того, помните, когда я говорила о том, что сведения о товарном знаке публикуются там, в официальном бюллетене, ну, естественно, это такое специфическое, да, издание для оповещения там, третьих лиц общественности. Также законом предусматривается возможность владельцу также это сделать, да, оповестить о своих исключительных правах. Он может это сделать с помощью предупредительной маркировки. Наиболее известная предупредительная маркировка – это AR или AR в окружности. Мы очень часто видим на продуктах, когда рядом с товарным знаком проставляется предупредительная маркировка. Ну и предупредительная маркировка также может и словами
да, быть обозначена, прям, может быть прям указано зарегистрированный товарный знак. Вот такой вариант, например, предусмотрен в нашем законе. Или товарный знак. Ну, в зарубежных знаках пишут TM, да, трейдмарк, ну и так далее. В принципе, прям таких вот жестких требований нет. Ну, и проставляется она также в любом удобном месте товарного знака. Ну, более привычно всегда ставится справа сверху. Вот как здесь на слайде представлен знак Adidas. Также очень важный такой практический момент, о котором надо помнить. Несмотря на то, что товарный знак наделяет исключительными правами монополией, у владельца также есть обязанность. И эта обязанность также предусмотрена в законе и четко она вот регламентирована. Товарный знак должен обязательно использоваться. Естественно, самый очевидный способ использования – это размещение товарного знака на товаре и упаковки в зависимости от какой-то товар. Естественно, при оказании услуг работ, на документации, в рекламе, на вывесках и в качестве домена и вообще в интернете. По поводу домена тоже хотела бы обратить внимание, потому что все, наверное, сталкивались или читали, известно, есть такое понятие, как киберсквотинг. Иногда бывает, что знают, допустим, это может быть инсайдерская информация, это может быть какие-то, не знаю, анонсы, да, о той или иной продукции. Некоторые могут воспользоваться этой информацией и зарегистрировать ваш товарный знак в качестве домена, что в дальнейшем усложняет продвижение ваших товаров, тем более сейчас, когда все онлайн, да, считайте, все заблокировано. Ваша регистрация, ну, уже ничем вам не поможет. Поэтому при выборе товарного знака также надо помнить, что возможность этого знака регистрации в качестве домена. Да, и почему товарный знак должен обязательно использоваться? Потому что если эта обязанность не выполняется, в законе тоже это четко говорится о том, что любое третье лицо может инициировать досрочное аннулирование, прекращение вашей регистрации именно по этому основанию, в связи с неиспользованием. Ну, единственное, что там есть срок, не любой период, а это в течение 3 последовательных лет. Поэтому также этих неисполнений, несоблюдения этой обязанности также нужно помнить владельцам товарного знака. Также я упоминала о том, что лицензия – это может быть хороший источник дохода, да, владельцу товарного знака. Тоже здесь хотела бы несколько моментов отметить, что есть требования к форме такого договора. Если ваш товарный знак зарегистрирован, и вы ему кому-то передаете по договору, этот договор обязательно должен быть зарегистрирован в патентном ведомстве, потому что без этой регистрации такая сделка будет считаться недействительной. Естественно, она тогда не влечет никаких правовых последствий, и вот об этом требовании также нужно помнить. Ну и один момент, который также обозначен в законе, что если вы заключаете лицензионный договор, обязательно в этом договоре должно быть условие о том, что качество лицензиата, тот, кто получает лицензию, будет не ниже качества товаров лицензиара, владельца товарного знака. И у владельца, у лицензиара будет возможность осуществлять контроль за соблюдением, выполнением этого условия. То есть качество должно быть не ниже качества оригинальной продукции владельца товарного знака. Что еще необходимо, такие практические моменты, которые нужно помнить. Как мы говорили о том, что регистрация занимает достаточно длительное время, это может быть год и более. Вот. Есть расходы, как мы говорили, потребуется пошлина, может быть, вам потребуется там дизайнера, который будет разрабатывать, там, я не знаю, социологи и так далее, то есть это тоже достаточно такой, должен быть такой грамотный подход. Необходимость проведения поиска, чтобы
избежать отказа, допустим, чтобы ваш товарный знак не был занят или уже с кем-то зарегистрирован, или он не был сходный до степени смешения уже существующим товарным знаком. Естественно, надо задуматься о привлечении специалиста. Обычно это патентные поверенные, это те лица, которые являются экспертами, да, вот в вопросах регистрации товарных знаков, знают законодательство, знают нюансы экспертизы и так далее. Думаю, что привлечение такого специалиста также облегчит получение регистрации, охраны вашего товарного знака. Также, вот, как я говорила, поскольку товарный знак ограничен территорией конкретного государства, помните о том, что если у вас есть планы расширить географию своей деятельности, естественно, не ограничиваться только Кыргызской республикой, территорией Кыргызстана. Ну и о том, что поскольку регистрация также ограничена определенным временем, определенным временным периодом, своевременно продлевать регистрацию. Значит, это срок продления наступает в последний год, то есть 10-й год действия регистрации. Вот в течение этого срока владелец должен обратиться с ходатайством о продлении, и продление также должна быть оплачено, продление должно быть оплачено, вы должны также предоставить документ об оплате пошлины. Ну, в настоящее время продление регистрации товарного знака составляет 30 тысяч сомов. Естественно, для чего также нужна регистрация? Для того, чтобы мы могли защитить свой товарный знак, свои права на этот знак. Поскольку права на товарный знак – это частные права, не нужно обольщаться и надеяться на то, что кто-то за вас это сделает, если кто-то нарушает ваш товарный знак. Инициатива, ответственность за выявлением случаев незаконного использования, нарушения напрямую возлагается на владельца. То есть всегда инициатором выступает владелец, правообладатель товарного знака. Естественно, он может обратиться в суд, в правоохранительные органы, но этого не всегда, это как бы не те действия, с которых нужно прямо сразу начинать свою борьбу, потому что иногда бывает достаточно и переговорного процесса. Обратиться с предупредительным письмом или с претензией. Иногда бывает, что производитель не в курсе, что он нарушает чьи-то права, либо вообще можно договориться о том, что иногда компании готовы прекратить путем мирных переговоров разрешить эту ситуацию. На самом деле это тоже очень эффективно, не нужно тратиться на адвокатов, отвлекать судебные органы, какие-то баталии создавать. Ну, естественно, если переговорные процессы ни к чему не приводят, тогда остается обратиться в суд или в правоохранительности в зависимости от размера и масштаба нарушения. Ну и здесь воспользоваться теми способами защиты, которые предусмотрены законом о товарных знаках, Гражданским кодексом и уголовным. Здесь помимо прекращения нарушения, взыскания убытков, можно использовать такие дополнительные меры, как арест, изъятие, конфискация и уничтожение. Вообще в отношении интеллектуальной собственности очень такое жесткое требование, что если изъят, арестован контрафакт, пиратская продукция, она как по требованию правообладателя подлежит уничтожению. И это логично, потому что если действовать как по общему правилу, когда конфискованная продукция обращается в доход государства, здесь такой подход невозможен, потому что контрафакт будет далее продвигаться, реализовываться, что недопустимо в данном случае. Ну и для предотвращения ввоза, импорта контрафактной продукции также очень эффективно воспользоваться таможенными мерами на границе. Ну и несколько слов о непосредственно самих способах и мер защиты. Значит, в Гражданском кодексе, в законе о товарных знаках, я говорила, самые такие
универсальные, да, требования и способы — это прекратить нарушения, взыскать убытки. Дополнительными является это публикация судебного решения о восстановлении деловой репутации до компании, если, конечно, нанесен ущерб. Удаление с товаров нарушающих обозначений. Если это невозможно, то тогда уничтожить эти товары. Также предусматривается уголовная ответственность. Но для уголовной ответственности таким квалифицирующим признаком является это причинение крупного ущерба. Вот, если вы здесь посмотрите на слайде, достаточно очень такие серьезные санкции, вплоть до лишения свободы. Ну, вот в нашем кодексе сейчас категориями там апеллируют. Вот штраф 5 категории, он достигает 260 тысяч сомов. Лишение свободы 2,5, 2 года 6 месяцев. И штраф 1 категории максимально может достигать 100 тысяч сомов, ну, достаточно серьезные. Ну и вот незаконное использование предупредительной маркировки также является нарушением. Здесь предусматривается штраф, значит, он достигает 220 тысяч сомов. Крупным ущербом применительно к данному составу данной статье 218, где предусматривается уголовная ответственность за незаконное использование товарного знака, на сегодняшний день составляет 500 расчетных показателей, это 50 тысяч сомов. И несколько слов о таможенных мерах, потому что если ваш товарный знак, ваши товары подделываются за границей, не забываем о нашем соседстве с Китаем, который всегда очень быстро реагирует. Если видят, что товары там пользуются успехом, они не дремлют. Как минимум они делают сходные до степени смешения. Да? Не будем там далеко ходить с примерами там, типа Adidas, Adibas, Тефаль, Тафель, да, ну и этот список можно продолжить. Тоже очень эффективная схема защиты. Для этого правообладатель также, видите, он опять инициативу проявляет, обращается в таможню с заявлением, ГТС рассматривает, принимает решение по нему, рассылает информацию о знаках уже на посты на местах, и таможни вот при перемещении товаров они отслеживают. Если выявляется товар, в отношении которого они считают, что нарушаются товарные знаки, которые поставили на защиту в таможне, естественно, тогда эта партия товаров приостанавливается, извещается правообладатель, и от правообладателя требуются очень такие краткосрочные такие реагирования. Во-первых, он должен убедиться, да, что это нарушение, и принять соответствующие меры. Он должен обратиться с иском, либо в правоохранительные органы. И, естественно, должен представить в таможню, вот, что принял меры, и эта процедура уже запущена. Естественно, тогда после этого таможня ждет уже окончательного решения суда. Также, поскольку мы говорим о границе, я обязательно должна сказать о таком важном вопросе, как принцип исчерпания прав. По нашему закону предусмотрен национальный принцип исчерпания прав. Он связан с территорией страны, вот как я говорила. Вот. И, естественно, тоже, если ваш товар, даже если он является оригинальным, но он не санкционирован вами, возится из-за рубежа, такое использование является нарушением. Существует уже судебная практика. Примерами были это ввоз алкогольных напитков с класса премиум. Спор дошел до Верховного суда. Верховный суд поставил точку и поддержал нижестоящие инстанции судебное решение о том, что параллельный импорт является нарушением. Вот. Ну и поскольку Кыргызстан является участником Евразийского союза, то в рамках этого союза действует региональный принцип исчерпания прав. Что это означает? Если товары правомерно введены в гражданский оборот, ну, допустим,
в Российской Федерации, да, Россия является участником, да, этого союза, то уже дальнейшее перемещение в рамках этого союза будет свободным. Вот в этом и заключается региональный принцип исчерпания прав. То есть, если мы ввели его правомерно, да, там, в России, то дальнейшее распространение там, в Казахстане, в Белоруссии, в Кыргызстане, в Армении является свободным, и это не является нарушением. Ну и почему я акцентирую на таможенных мерах? Потому что таможенные меры являются, мне кажется, таким эффективной преградой для того, чтобы контрафакт не поступил на продукцию на территорию Кыргызстана. Можно просто уже сделать на границе. И если мы не допустим выпуск, да, свободный выпуск на территории Кыргызстана, вам не придется там, изучать и мониторить внутренний рынок, торговые точки там, и выявлять контрафакт. Это можно сделать вот с помощью таможенных органов и применить эти меры, которые также у нас предусмотрены в законе о таможенном регулировании. На этом я завершаю. Вот я как бы вот вводные моменты, вводную информацию вам предоставить. И я это сделаю. Если у вас есть вопросы, я буду рада ответить на них. Спасибо еще раз. Спасибо, Умургуль, за тщательную информацию. Мы все уже поняли, что, оказывается, очень много нюансов, да, в регистрации товарного знака. Казалось бы, вот человек заполнил заявление и ждет 12 месяцев, но на самом деле там в течение этого года идет огромная колоссальная работа. Я думаю, что, как вы уже заметили, наш спикер Умургуль Балпанова превосходно владеет темой сегодняшнего вебинара. Напомним, что Умургуль профессионал в вопросах интеллектуальной собственности. Она признана высококлассным профессионалом, согласно юридических фирм и юристов в 190 странах мира. Поэтому это уникальная возможность для вас. Пожалуйста, не стесняйтесь. Мы призываем вас задавать свои вопросы. Давайте вести активную дискуссию. И у нас есть первый вопрос в чат-боксе. Умургуль, я вам озвучу. Вопрос от нашего участника Канат. Он пишет: сколько времени занимает регистрация товарного знака? Обязательно ли регистрировать графическое представление товарного знака, или можно словесное представление без конкретизации графического представления? Для регистрации по международной системе нужно ли сначала подавать заявление по национальной, или можно сразу подавать? В целом 3 вопроса. Да, отлично. Очень такие практические вопросы, прям очень такие грамотные, сразу, я так понимаю, заряд в корень. Как я говорила, срок регистрации занимает где-то 12-18 месяцев. Вот, и я могу пояснить, на самом деле это тоже оправдано, почему срок такой длительный. Потому что Кыргызстан является участником Парижской конвенции, и по этой конвенции, Парижская конвенция по охране промышленной собственности, по этой конвенции предусмотрен конвенционный приоритет. Он составляет 6 месяцев с даты подачи первой заявки в стране-участнике Парижской конвенции. Но опять-таки на примере вам сейчас, чтобы было понятно. Подали вы заявку 1 января в Казахстане, допустим. Вот, а потом решили подать, там, не знаю, в Кыргызстане, в России, там, в Узбекистане. Вот, вы можете, созрели вы там через пару месяцев. Вот, вы можете подать в эти страны, дополнительные, да, куда вы хотите подать. Вот, но дату подачи, приоритет, вы указываете дату подачи российской компании, российской заявки, то есть 1 января там, 2020 года. Вот, поэтому, зная, что любой заявитель потенциально может воспользоваться этим приоритетом, у него такая возможность есть, вот, экспертиза вот, по существу, она всегда начинается после 6 месяцев
после подачи заявки. Поэтому раньше не может быть. Вот. Ну, естественно, потом сама экспертиза проводится, как вы видите, там, по всем основаниям необходимо там, да, все источники проверить, там, сходные, несходные. Это действительно колоссальная работа проводится по каждой заявке. Это занимает вот поэтому такое время. Это тоже очень оправданно. Поэтому срок регистрации, значит, сама экспертиза 12 месяцев и плюс 3-4 месяца, помните, последний блок действий, это внесение знака в реестр, публикации, выдача свидетельства. Ну и таким образом это получается, ну там 15-18 месяцев. Есть возможность досрочной регистрации, но она не так сильно ускорит, на мой взгляд, потому что, учитывая, что вот не раньше 6 месяцев, я не вижу смысла, потому что за ускоренную надо платить еще дополнительные расходы. Самое главное — своевременно подать и застолбить за собой приоритет. Чем раньше вы сделаете, первенство за вами. Потому что если кто-то подаст после вас, ему будет отказано, потому что вы сделали это раньше. Касательно графического и слова. Ну, смотрите, опять-таки это здесь даже связано с бизнес, да, вещами. Вы свой товарный знак под каким обозначением? У вас комбинированный знак, где графика и слово? Или для вас слово важно? Значит, смотрите, продвинутые правообладатели, владельцы что делают? Они делают таким образом. Графику могут отдельно, слово могут отдельно и сделать комбинацию. Потому что, опять-таки, нужно помнить. Помните, мы говорили по использованию, да, товарного знака? И товарный знак наш должен использоваться в том виде, в каком он зарегистрирован. Потому что есть время от времени же ребрендинг делается, да, какие-то даже вот вносятся новшества. Это тоже такие, как вам сказать, субъективные вещи, оценочные. Вот чтобы избежать познания того, что знак не используется в том виде, в каком он зарегистрирован, поэтому желательно все какие-то ребрендинговые вещи, не знаю, тоже график или там написание слова вашего лога, и их надо также регистрировать. Вот, то, что, опять-таки, вы должны сами определиться, я не знаю, что у вас, само по себе, в смысле, графика как графика может, потому что, как я говорила, закон говорит, что форма выражения она вообще не ограничивается, абсолютно. Единственное ограничение по нашему закону, обозначение, которое претендует на получение статуса товарного знака, оно должно быть визуально различимым. Наш закон о товарных знаках прям четко говорит, в качестве товарного знака может быть только визуально различимый. В отличие от зарубежных стран, где могут быть зарегистрированы там звуки, да, например, там звук Nokia, да, вот телефонов, да, в некоторых странах зарегистрирован как звуковой или обонятельный. Но в некоторых странах, возможно, тоже опять-таки надо, когда будете изучать ту или иную страну, где вы намерены получить охрану, такое тоже возможно, если у вас такие есть знаки. Но по нашему законодательству только визуально различимые. То, что касается международной регистрации, абсолютно верно. Этой системой можно воспользоваться только после того, когда подана, как минимум подана заявка в стране происхождения, то есть в патентном ведомстве в стране происхождения. Потому что заявка по международной регистрации идет опять через патентное ведомство. Патентное ведомство подтверждает, что да, заявка подана, все ее реквизиты, да, там заявитель, знак, как выглядит, все те же самые товары, да, вот перечень проверяется. И через патентное ведомство направляется эта заявка в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности. Поэтому воспользоваться этой системой можно только после того, ну, как минимум после подачи, также можно сделать это и после регистрации. Ну, просто опять-таки, если вы знаете, что вы потенциально хотите расширить географию, да, получить в ряде стран, можно это сделать, опять-таки, подав заявку, и в этой международной заявке заявить приоритет, дату подачи заявки, например, в Кыргызпатенте. Тоже это очень такое большое, мне кажется, подспорье. Забить за собой первенство. Кажется, ответила. Если что-то непонятно, еще вы можете уточняющие вещи задать.
Да, Мурголь, тут Канат следом задает следующий вопрос. Во время регистрации в каких госорганах ему необходимо будет доказать свои права? Выдается ли справка о том, что товарный знак в процессе регистрации? Поскольку заявка подается в патентное ведомство, вот, когда вы будете подавать свою заявку, вы сделаете второй экземпляр, на втором экземпляре вам поставят штамп с входящим номером и датой. Либо вы можете попросить расписку, там тоже есть такие бланки, что вот такое-то лицом подана заявка на такой-то товарный знак, такого-то числа, и также там будет поставлен штампик, дата. Таким вот образом у вас будет доказательство того, что заявка подана, она вот на рассмотрение. Более того, помните, я говорила о том, что через месяц вам выдадут решение о том, что ваша заявка принята к рассмотрению. Вам выдадут на бланке с печатью. Еще будет второй документ о том, что подтверждать о том, что ваше обозначение вот в разработке. По ней идет процедура рассмотрения, вы в ожидании получения решения о регистрации. Так, других госорганов не нужно никому не доказывать. А когда вы получите свидетельство, когда будут нарушаться ваши права, вот этот охранный документ и будет подтверждать ваши права. Вот, вы с помощью этого свидетельства будете подтверждать свою монополию, свои исключительные права на использование и на возможность запрета третьим лицам использовать ваше там, тождественное или сходное до степени смешения с ним какое-то другое обозначение. Да, спасибо, Мурголь. Вы очень подробно ответили на все вопросы Канат. Он пишет, что все понятно. И следующий вопрос от Айджан Джахшилыковой. Здравствуйте, нам нужно национальный знак соответствия или национальный логотип утвердить. Какова процедура? Если у вас логотип разработан, вам надо определиться, какой у вас будет логотип в цвете, там, черно-белый или цветной, на какие товары вы хотите или на какие услуги. Вот. И готовить заявку в патентное ведомство, в Кыргызпатент. Вот. И как я говорила, по ней будет проводиться экспертиза. По результатам экспертизы будет выдано решение. На основании этого решения вы оплачиваете пошлину, ваш знак вносят в реестр, публикуют сведения о вашем знаке и о вас, да, что вы владелец, и потом выдают охранный документ. Значит, может быть, я сейчас тогда покажу, что нужно сделать. Вот, необходимо подать заявку. Вам нужно оформить заявление, приложить ваше изображение, описать ваше, сделать описание к нему, обязательно предоставить перечень товаров, ну и приложить документ, который подтверждает оплату пошлины. Опять-таки, если у вас несколько классов, это также влияет на цену. Если вы подаете товарный знак на один товарный знак, это будет стоить 20 тысяч сомов, существующая ставка пошлины. Если вы хотите дополнительные классы, за каждый дополнительный класс будет стоить 7500 сомов. Ну, опять-таки, это значительно меньше, нежели если вы потом спохватитесь и захотите на какой-то другой класс, вам придется новую заявку. Тогда вам придется заплатить 20 тысяч. Мне кажется, 7 тысяч – это намного меньше. И поэтому я призываю к тому, что когда вы готовите заявку, вы должны все-таки просчитать и помнить о своих перспективах и планах. Не ограничиваться текущей ситуацией, текущей там, деятельностью вашей. Так, я думаю, что, Мурголь, вы, возможно, даже ответили на следующий вопрос, который к нам пришел от Айгуль Абдыкаримовой. Сколько будет стоить услуга регистрации товарного знака? Ну, вот как я говорила, за подачу заявки и проведение экспертизы предусмотрена пошлина
20 тысяч сомов – это за один класс, за каждый дополнительный 7500. Потом, помните, как я говорила, что после того, как будет проведена экспертиза, следующий этап – это нужно будет заплатить 15 тысяч сомов. Эта сумма будет охватывать вот эти 3 действия. Это внесение товарного знака в реестр, публикация, вот есть официальное издание, вот, которое издает патентное ведомство, и завершающим таким действием является выдача самого такого охранного документа, очень красивый, с ленточкой, с золотой печатью. Нужно будет заплатить 15 тысяч. Вот. И, как я говорила, опять-таки, помните, я говорила, нужно помнить о расходах, потому что ваши права, они требуют поддержания в силе, чтобы ваша регистрация действовала еще последующие 10 лет. Вот через 10 лет вам надо будет еще заплатить 30 тысяч сомов. Ну, если 30 тысяч сомов разделить на 10, в принципе, это небольшая сумма, да, поскольку охватывает десятилетия, в принципе, это нормально, я так думаю. Вот примерный расход по получению регистрации товарного знака. Такие. На сегодняшний день эти суммы, они предусмотрены, ставки предусмотрены постановлением правительства. Так, Айгуль, мы ответили на ваш вопрос. Я помню, у вас был вопрос относительно условий подачи на программу ПИК. Мы ответим, как только вот завершим тему, да, и ответим на вопросы касательно сегодняшней темы. Участники, если есть еще вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, можете включить свои микрофоны, озвучить в голос. Вот подошел к нам следующий вопрос от Павла Рязанова. Получается, что ОСО «Скай», представляющие свои услуги о связи с 1993 года, не может судиться с ОСО «Лед», у которого с 2017 выпускается минеральная вода «Скай». Вопрос. Опять-таки, помните, я делала такое замечание по поводу того, что ОСО «Скай» это фирменное наименование. Оно не влечет автоматом, что будут охраняться и защищаться ваши товары. ОСО «Скай» — это наименование компании. Это же не просто «Скай», это общество с ограниченной ответственностью. Поэтому «Скай» должен позаботиться и зарегистрировать свой товарный знак «Скай». И потом очень часто бывает, что фирменное наименование и товарные знаки не совпадают. Вот почему-то вы сказали Sky, и почему-то Sky Mobile сразу у меня на ум пришло, потому что ОСО — это фирменное наименование. Но свою деятельность как сотового оператора они осуществляют под товарным знаком Билайн. Не всегда. Или даже, опять-таки, если о Кока-Коле, да, фирменное наименование компании The Coca-Cola Company. А продукция называется Coca-Cola, и она не ограничивается продукцией только Coca-Cola. Есть Fanta, Sprite и другие напитки. Поэтому очень ошибочно, когда думают, что раз мы зарегистрировали свой товарный знак, и есть там слово, да, название, опять-таки, это ошибочно. Этого недостаточно. Вы должны, если вы хотите воспользоваться всеми преимуществами, вот этим таким сильным инструментом своего бизнеса, да, в защите своей продукции, своих услуг, вы должны зарегистрировать. Ну, вам следует, мы рекомендуем. Хотя, опять-таки, по закону это не обязательно. Есть очень много продукции, которые маркируются обозначением, они не зарегистрированы. Но, как показывает практика, даже многие такие глобальные компании иногда, ну, как бы недооценивают, да, они думают, ну, Кыргызстан страна маленькая, там, может быть, финансово невыгодно. Но когда кто-то захватывает и потом не пускает эти компании, да, делают им заслон, трудности, да, шантажируют, но знак уже занят, и, получается, там приходится инициировать какие-то судебные тяжбы или там проводить длительные переговоры. Поэтому, ну, не надо довольствоваться тем, что у вас есть там фирменное наименование, вы компания, у вас есть название. Этого недостаточно.
Вот как бы на этих примерах я, по-моему, даже, мне кажется, продемонстрировала. И множество примеров, если вы там даже загуглите там, в интернете, публикации различные. Да, спасибо, Умургуль. Павел Рязанов вас благодарит, потому что он, видимо, часто встречается с этим вопросом именно на профессиональном поприще, потому что он пишет, что с этим вопросом к нему обращаются уже 20 лет предприниматели, и пишет спасибо за разъяснение вопроса. И следующий вопрос от Медер. Сталкивались ли вы на практике со случаем на местном рынке, когда компания получала банковское или иное финансирование под залог товарного знака? Вот, к сожалению, я сама никогда не сталкивалась. Но я знаю, что как уставный капитал оценивался и вносился. Ну, правда, это был не товарный знак, а это был программный продукт. Но, с другой стороны, часто программный продукт имеет свое название, и он тоже там может быть зарегистрирован в качестве товарного знака. Опять-таки, отже, не будем далеко ходить за примерами Microsoft, да, Windows, там, это программные продукты, у которых вот они также охраняются, как их название охраняется как товарный знак. Нет, к сожалению, вот прям на моем опыте не было. Но я думаю, что это потенциально возможно. И по-моему, даже всегда приводят примеры интервью там, топ-менеджеров Coca-Cola, которые как раз таки и говорили, что если мы там, будем на грани банкротства, там, благодаря нашему бренду, да, товарному знаку Coca-Cola, мы всегда сможем получить финансовое вливание от финансовых структур, да, и будем на плаву. Кажется, даже вот, очень часто я как бы не могу гарантировать, что я прям цитата прям соответствует, но смысл примерно вот такой. Опять-таки, банковские вливания могут быть, если товарный знак имеет репутацию. Если вы просто товарный знак, он неизвестный, он не имеет имиджа, там, я не знаю, не имеет своих лояльных потребителей, я думаю, что вряд ли банк будет удовлетворен, чтобы выдать какой-то заем. Скорее всего, это все-таки речь идет о таких известных, сильных знаках. Да, спасибо, Умургуль, за подробный ответ. И Айджан и Медер вас благодарят. Опять-таки вопрос следующий. Если зарегистрировал через ЧП, то товарный знак можно ли передавать или оставлять по завещанию? Смотрите, товарный знак может быть передан, потому что это тоже объект гражданских прав, да. Товарный знак может быть передан без проблем. Он может быть передан, вот как я говорила, там, в качестве демонстрации, да, передачи прав, это лицензия, через лицензионный договор. Это может быть еще и договор уступки, когда вы свой знак уступаете другому лицу. Владелец это может сделать по своему усмотрению. Может передать другому частному предпринимателю, может компании передать. Никаких проблем по этому поводу я не вижу препятствий. Ну, опять-таки, только прошу помнить о форме договора, что этот договор, эта передача обязательно должна быть зарегистрирована в патентном ведомстве. Потому что закон говорит, что без этой регистрации эта сделка недействительна. Разрешите мне вопрос задать? Я руку поднимала, может, вы не заметили. Да, слушаем вас. По поводу схожести до степени смешения с другими знаками. Есть ли какой-нибудь официальный документ, где прописаны именно критерии, которые определяют схожесть? Да. Да, тоже очень хороший вопрос, такой практический. Конечно, поскольку закон оперирует такими понятиями, как сходность до степени смешения, экспертиза проводит на предмет этого также, да, свои действия, да, эту процедуру. Есть правила подачи, составления, подачи, рассмотрения заявки
на товарный знак и знак обслуживания. В этих правилах очень подробно расписаны критерии, по каким критериям определяется сходность до степени смешения. Эти критерии тоже, они условно сгруппированы, поскольку знаки-то разные бывают. Значит, здесь критерий номер 1 – звуковой, критерий номер 2 – визуальный, и критерий номер 3 – смысловой, семантический. Вот. И здесь идут вариации, потому что в зависимости, какой у вас товарный знак, просто слово, комбинированное или просто изображение. И, естественно, в этих правилах очень четко регламентировано, когда анализируется на предмет сходность, какие моменты, какие условия эксперт должен принимать во внимание. Но, опять-таки, если на словесных, обозначениях привести пример, ну, не знаю, есть товарный знак «Демир», турецкий «Демир», а местная компания подает товарный знак «Темир», киргизское название. Но, опять-таки, на примере этих критериев. Во-первых, звучание созвучно, потому что одна буква только различает. Визуально, опять-таки, одно слово только различает эти два обозначения. Ну и семантическое, они абсолютно совпадают. Смысл один – железо, или металл, Естественно, обозначению, который заявлен мир, ему будет отказано. Получается, самим сложно будет определить, нужно сделать, написать заявление и потом ждать результаты экспертизы, правильно я поняла? Ну, опять-таки, смотрите, в принципе, база данных патентного ведомства, слава богу, она открытая. По крайней мере, вы можете провести поиск по зарегистрированным. Есть такой ресурс, зайдете, если в Кыргызпатент, зайдете в товарные знаки, там будет база данных национальная. Вы можете туда зайти, там можно по знаку, по классу, по заявителю, можно провести поиск, вы можете просчитать. Вы можете такие сходные даже делать, забивать знаки и получить необходимую информацию. Есть то, что касается международных знаков. Также база данных ВАИС, она также открыта. Вы можете зайти на wipa.int или org, зайти, кликнуть на товарные знаки. Также там есть ресурс, база данных называется «Монитор», где публикуются не только зарегистрированные, но и знаки, которые находятся в процессе рассмотрения. Можно своими силами, либо обратиться к специалистам, которые могут сделать поиск и выявить, имеются ли точно такие же знаки, то есть занят ли, либо есть потенциальные рискованные товарные знаки, которые потом могут помешать вам получить регистрацию, потому что именно по такому обоснованию, как сходность до степени смешения. У меня еще один вопрос есть по поводу Российской Федерации. Мы являемся участниками стран ЕАЭС, и большинство наших производителей экспортируют в Россию и в Казахстан. Существует вопрос, достаточно ли нам зарегистрироваться здесь, в Кыргызпатенте, будет ли это действительно у них, или если нет, есть ли у вас сотрудничество с Роспатентом, потому что если у вас брать через мадридскую систему, регистрацию проводить, наверняка это намного дороже выйдет, все-таки большое количество стран. А многие наши заинтересованы в том, чтобы именно регистрировать свой товарный знак в России, либо в Казахстане. Если у вас сотрудничество, чтобы им не пришлось ехать в Россию, в Москву регистрировать, а здесь как-то через вас регистрировать. Поняла, очень тоже хороший практичный вопрос. Вот смотрите, если товарный знак зарегистрирован в Кыргызстане, ваш товарный знак в России не будет охраняться. Опять-таки, помните, мы говорили, сфера действия прав на товарный знак, и одно из сфер, которая ограничивает, это территория.
Вы можете, опять-таки, я тоже об этом говорила, вы можете напрямую обратиться в патентное ведомство Российской Федерации, подать заявку, либо воспользоваться международной системой. Но я вот вам хочу сказать, опять-таки, из нашей практики, если у вас только не одна Россия, там, а и Казахстан, и, там, и еще другие какие-то страны, вы, опять-таки, тоже можете просчитать. Есть калькулятор на сайте ВАИС, вы можете забить и просчитать, сколько будет стоить международная регистрация. Я вас уверяю, что регистрация по международной системе будет в разы ниже, нежели если вы будете подавать заявки непосредственно в Национальное патентное ведомство. Потому что система, она так вот задумана, что иностранные заявители, они могут подавать и получать регистрацию только через патентно поверенных стран этих государств. Опять-таки, помните, я вам говорила, это связано со знанием законодательства, там, с языком, не знаю, там, практических нюансов. Поэтому в этих странах правило такое, что иностранные заявители подают через патентных поверенных. Это значит, означает, что вы должны будете искать патентных поверенных стран, этих стран, оплачивать их гонорар, платить пошлину, платить там, почтовые расходы, потому что вы будете там друг другу пересылать документы, переписка будет и так далее. Нежели вы подадите через Кыргызпатент международную заявку, Кыргызпатент за вас отправит эту заявку в ВАИС, а ВАИС сам потом разошлет все документы непосредственно в национальные патентные ведомства тех стран, которые вы там укажете. Это просто можно практически просто сесть и посчитать. Я думаю, что это так кажется, что дороже, но на самом деле намного дешевле. Минимальное количество стран, сколько стран можно выбрать? Ну, смотрите, более 70 стран. Ну, конечно, за каждую страну вы должны будете платить. И там индивидуальные пошлины. Опять-таки, если вы зайдете, есть калькулятор, вы можете предварительно вбить страны, указать количество классов, указать цветной или черно-белый, и вам в конце калькулятор выдаст сумму. Я вот имела в виду, что, смотрите, если нас интересует только Россия и только один вид товара, наверняка все-таки в России, ну, через патентного поверенного получить регистрацию дешевле, чем на 70 стран по международному. Ну, а зачем на 70 стран? Вы можете указать, вот сейчас вы же говорите Россия, Казахстан, вы говорите, вот сегодня я в России, а может быть у вас есть в планах расширить Казахстан на соседние страны? Не, ну, допустим, только Россия. Ну, если Россия, ну, тогда вы можете посчитать, опять-таки, это просто-таки, вы можете сделать запрос патентно поверенным, опять загуглить, если загуглите патентные поверенные там, в России, или зайти на сайт патентного ведомства России, найти патентных поверенных и реестр. Сделайте запрос, они вам скажете, дайте стоимость регистрации, сколько ваши услуги, сколько пошлины. И попробуйте тоже сделать через вайпа, да, просчитать. Вы же вообще абсолютно ничего не теряете, за это деньги не берут. Просто, я вам сейчас не могу сказать. Все зависит, какой патентный поверенный. Как он оценивает свои услуги. Это все очень просто практически. Вбиваете, подсчитываете, там, не знаю, с правой стороны напрямую, с левой стороны через вайпа, через Кыргызпатент. Все, конечные суммы вам покажут. Спасибо большое, получила ответ. Ага, пожалуйста. Да, Махаббат, спасибо за вопрос. Извиняемся, что не заметили, что вы подняли руку. У нас на экране выведена презентация, поэтому... Да, участники вот сузились на одну строку. У нас вот подходит время уже к концу вебинара. Если еще будут вопросы, пожалуйста, задавайте. Если же не будет вопросов, то я задам последний вопрос, который пришел к нам от Канат. Но чтобы у большего количества появилась возможность задать вопросы, пожалуйста, свои микрофоны и задать их, либо же вот написать в чат-бокс.
Павел Рязанов спрашивает, Умургуль, можно ли получить ссылку на базу, где есть зарегистрированные торговые марки и знаки Кыргызстана? Ну это очень просто делать. Заходите patent.kd. Там загрузятся объекты интеллектуальной собственности, появятся товарные знаки. Кликайте на товарные знаки. И с правой стороны будут ресурсы, прям будет написано «Национальная база», на нее кликаете, и табличка выходит. Вы ее просто вбиваете нужную информацию, которая вас интересует. Все, выдается результат. Очень просто. Patent.kd. Так, хорошо, я даже вижу, что здесь Мидер отправил ссылку на вопрос. Уже у нас ведется такая активная дискуссия, скажем, даже так, между участниками уже. Если есть вопросы, пожалуйста, включите свои микрофоны. Кто-то хочет задать вопрос? Я, кажется, слышала голос. Так, вопрос... это, скорее всего, благодарю за презентацию ответов. Пишет Бахтбек Самаков. Мы тоже вас благодарим, Бахтбек. Он благодарит за презентацию, ответы. Он говорит, что было очень полезно. Мы рады, что да, мы поднимаем и организовываем такие вебинары, которые вам интересны и полезны, дорогие участники. Поэтому не упускайте свои возможности, подписывайтесь на наши социальные сети и активно следите, потому что вебинары мы организовываем часто и регулярно. Если же нет других вопросов, Умургуль, позвольте озвучить самый уже последний такой вопрос по теме. Если, пишет Канат, если я зарегистрирую через ЧП, затем смогу ли я со своей же ОСО заключать договор о лицензировании? Вопрос именно из-за того, что не хочу регистрировать от имени ОСО в связи с известными случаями рейдерских захватов или каких-то бандитских захватов. Не хотелось бы потерять право на товарный знак, если такое может произойти. Абсолютно не вижу никаких препятствий. Вы, как владелец товарного знака, свободны совершать любые сделки со своими товарными знаками, в том числе и предоставить компании лицензию на использование вашего товарного знака. Абсолютно никаких проблем по этому поводу. И таких вариантов, которые вы сейчас вот в качестве вопроса озвучили, у нас очень много, и многие обосновывают именно такой подход, именно и рейдерскими захватами, нестабильностью там, политической ситуации и так далее и тому подобное. Поэтому никаких препятствий не вижу. Да, спасибо. На этом мы завершаем именно тему по товарным знакам. И позвольте озвучить самый последний вопрос. Он поступил на момент, когда вас выкинуло из интернета, Умургуль. Это был вопрос. Надо справедливость восстановить. Да, мы пытались поддерживать тут такой рабочий процесс. И вопрос поступил нашему директору Искендеру Шашееву от Айгуль. Искендер, вам слово. Пожалуйста, вы можете продолжить свой ответ. Да, ну, в принципе, я уже ответил на этот вопрос. Повторюсь, что следите за нашими программами. Там в условиях наших программ прописано. Есть программа специально для компаний, которые только на этапе идеи, да, то есть это физические лица, у которых только идеи в голове. Конечно, таких программ у нас поменьше, у нас больше программ. Условия такие, чтобы это были физические лица, у которых есть патент, либо свидетельство, либо ОСО, да, то есть не обязательно, чтобы именно ОСО. Любое юридическое лицо, может быть, имея патент, имея свидетельство, вы можете выступать юридическим лицом. Очень внимательно ознакомливайтесь с требованиями каждой нашей программы. Мы стремимся к тому, чтобы упрощать эти требования. Все, спасибо. Спасибо, Искендер. Тут небольшое предложение от Павла. Методичку по сегодняшнему мероприятию надо сделать и выдавать при регистрации ЧП или ОСО. И он благодарит. Спасибо, очень полезная тема, говорит Павел. Дорогие участники, мы тоже очень рады, что
Сегодняшняя тема о товарных знаках была максимально полезна для вас. Мы на самом деле стремились к тому, чтобы вебинар был емкий, содержательный, чтобы мы смогли ответить на все ваши вопросы. И специально для этого мы выделили такое количество времени, да, аж прям 2 часа уже прошло с момента начала вебинара. Мы благодарим всех, спасибо за участие. Приходите на наши вебинары, следите за нашими социальными сетями. Наша коллега Джанел из Кыргызпатента отправила и свои контакты, ссылки на странички Кыргызпатента. Пожалуйста, подписывайтесь на их страницы, на наши страницы. Будем ждать вас на следующих наших вебинарах. Всем хорошего вечера. Спасибо. Всем пока. Спасибо за ваше участие. Спасибо большое. До свидания всем. До свидания. Спасибо за вебинар, Нургуль. Спасибо, Игорь. Спасибо большое, было полезно.